Состоялась 35-я сессия Якутской городской думы, на которой было рассмотрено 17 вопросов. Сессия началась с рассмотрения внесения изменений в устав городского округа город Якутск. Изменения вносятся для приведения в соответствие с федеральным законодательством. По бюджету городского округа города Якутска выступила начальник департамента финансов окружной администрации города Якутска Ольга Максимова. Она отметила, проект бюджета на предстоящий год сформирован с акцентом на сохранение социальной направленности. Предусмотрено повышение заработной платы, создание рабочих мест для дальнейшего развития городского округа. Также сохранены все плановые показатели по всем направлениям развития округа благодаря поступлению денежных средств из федерального и республиканского бюджетов. В связи с поступлением денежных средств из вышестоящего бюджета были внесены поправки в бюджет 2021 года и на плановый период 2022 и 2023 годов. Увеличены безвозмездные поступления. При этом доходная часть бюджета на текущий год составит 21,3 миллиарда рублей, расходы 21,8 миллиардов, дефицит 500 миллионов. С учетом предлагаемого уточнения на 2021 год доходы бюджета составят 21 миллиард 377 миллионов рублей, расходы бюджета 21 миллиард 877 миллионов рублей и дефицит местного бюджета 500 миллионов рублей. Уточнение доходной части бюджета, как сказал Сергей Викторович, производится по межбюджетным трансфертам на 2021 год в сторону увеличения на 701 миллион рублей. Для подготовки принятия бюджета во втором чтении была создана рабочая группа Якутской городской думы, которая отработала возможные варианты противоречивых вопросов. Председатель постоянной комиссии по бюджетно-экономической политике Сергей Черных подчеркнул, что ко второму чтению бюджета была проведена большая кропотливая работа. Основные параметры бюджета на 2022 год по доходам прогнозируются на уровне 22 миллиардов 40 миллионов рублей, по расходам 22 миллиардов 313 миллионов рублей. Дефицит бюджета остается неизменным в размере 3% от объема собственных доходов, что составляет 272 миллиона рублей. Но свои коррективы внесла прокуратура города Якутска, которая указала на выполнение федеральных законов по переселению граждан из ветхого аварийного жилья. Прокуратура города Якутска внесла предложение об увеличении расходов на муниципальную программу переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 2020-2024 годы на 62 миллиона рублей для расселения 2 аварийных домов. К нашему сожалению, мы увидели, что в принципе действительно муниципальная программа она принята, но то финансирование, которое предусматривается, и тот объем проблем, который существует у нас в городе по данному вопросу, он крайне несопоставим, скажем так. Мы тоже в данном случае сидеть сложа руки и бездействовать не можем. Поэтому мы предлагаем органам местного самоуправления, в данном случае вам, либо там решить вопрос касательно поддержки и граждан в этом вопросе и решить его как бы положительно. Что касается там превышения полномочий, или как в нашей части, в наш адрес было высказано, что мы несколько используем свои полномочия вопреки, как полагается, требованиям закона. Я здесь не совсем соглашусь, поскольку как раз такие требования федерального законодательства предписывают органам местного самоуправления решать эти вопросы, оставлять их без действия, без внимания и без реагирования, как раз таки законодательство запрещает. Я не знаю, объяснять нет смысла, наверное, да, все знакомы с ситуацией. Проблема очень серьезная и, скажем, в целом ситуация на гораздо больше печально. Те замечания, которые мы вносили в проект бюджета, они с учетом того, что финансовые возможности все-таки мы учитываем органов местного самоуправления. Поэтому, конечно, замечания наши и предложения относительно этого вопроса остаются на ваше усмотрение. Мы не указываем вам принимать, и мы не имеем такого права. Однако мы предлагаем рассмотреть этот вопрос. Городские депутаты поддержали городскую прокуратуру. Чтобы в будущем избежать таких непредвиденных ситуаций, Сергей Черных, председатель постоянной комиссии по бюджетно-экономической политике, рекомендовал окружной администрации усилить и пересмотреть формат работы с прокуратурой города Якутска.
А в первом полугодии 2022 года указал на необходимость внесения изменений в бюджет города. Таким образом, предложил восстановить те суммы, которые по поправке изыскали для программы переселения из аварийного ветхого жилья. Депутатом Ольгой Саргыдаевой была внесена и поддержана поправка о предоставлении муниципальной гарантии ФПК «Якутия» на сумму 100 миллионов рублей в целях увеличения объемов производства. 49% акций товаропроизводителя принадлежат городу. Компания за прошлый год уплатила налоги свыше 900 миллионов рублей в городской бюджет. Принимая главный финансовый документ, депутаты Якутской городской думы отметили положительные стороны бюджета. Первый заместитель председателя Якутской гордумы Евдокия Евсикова сказала, что бюджет составлен сбалансированный и социально ориентированный. Например, по семейной политике, по общественному здравоохранению очень, мне кажется, правильно и очень хорошо вписалась в ту ситуацию, которая сейчас происходит, когда Арсений Сергеевич объявил следующий год годом матери. То есть в целом по этой программе «Молодежь, спорт, семья, здоровый город» произошло увеличение уже ко второму чтению, и уже есть определенные планы в ходе исполнения бюджета. Я думаю, что как-то очень мы так вовремя это сделали, и это будет просто на благо всей нашей работе и городской думы, и окружной администрации, с учетом тех направлений основной семейной политики, которые сегодня у нас намечены и в целом в стране, и в республике, и в городе. Поэтому я, скажем так, с удовлетворением хочу сказать о той совместной работе Якутской городской думы, окружной администрации, которая была проведена. Аян Васильев, председатель постоянной комиссии по социальной политике, сказал, что отмечается рост расходов по курируемым программам, и это весьма отрадно. К примеру, по программе культуры создается архив города Якутска. 11 городских школ вошли в федеральную программу капитального ремонта, а это порядка 803 миллионов рублей. Никогда такие большие суммы городу не выделялись. В следующем году, при корректировке бюджета, чтобы мы могли предусмотреть возможность изыскания средств на разработку ПСД Хакасского ДШИ. И вот именно по этот объект я бы просил бы внести в протокол нашей сессии. Депутат Феликс Романов порекомендовал не затягивать с закупкой спецтехники, которую город в 2022 году планирует приобрести в количестве 119 единиц. В качестве рекомендации я хотел бы окружной администрации предложить, чтобы как можно поскорее это сделать, то есть в первом полугодии закупочные процедуры все провести, по той причине, что стоимость техники сейчас происходит удорожание. То есть в конечном итоге, наверное, не стоит 19 единиц будет, а гораздо меньше. Это удорожание оно будет и с 1 января следующего года, и, как правило, в полугодие. Принимая главный финансовый документ города Якутска на следующий год и на плановый период 2023-2024 годов, Сергей Черных отметил активную и конструктивную работу. Он также добавил, что благодаря слаженной работе окружной администрации с главой республики Айсеном Николаевым город получил серьезные доходы с республиканского бюджета. То предложение при принятии первого чтения, которое внесла комиссия по созданию рабочей группы по отработке вопросов бюджета второго чтения, полностью себя оправдал. И я хотел бы здесь поблагодарить. Вот данный проект, я считаю, он достаточно четко, скажем так, отработан. Но единственное, что нам помешало достаточно четко на комиссии принять определенное решение, это вот заключение прокуратуры. О нем я уже говорил в своем докладе. У меня опыт, скажем так, работы с бюджетом прошлых лет он есть, но в этом году надо отметить, что достаточно четко все вопросы были, скажем так, обсуждались на данной рабочей группе, что в целом помогло решить заведомо проблемные вопросы. Какие будут предложения по данному проекту решения? Поступило предложение проголосовать в целом. Ставлю на голосование принятие проекта решения в целом. Кто за?
За 21. Кто против? Кто воздержался? Воздержался 1. Уважаемые коллеги, поздравляю всех с принятием главного финансового документа города Якутска. Надо отметить, что финансовый документ, главный финансовый документ города Якутска у нас сохраняет свою социальную направленность. Можно сказать, мы сейчас от антикризисных мер переходим уже к бюджету развития. И, конечно же, при поддержке вышестоящего бюджета наш бюджет сейчас на 2022 год составляет 22 миллиарда рублей. Всего депутаты на сессии рассмотрели 17 вопросов. Чтобы добавить площадки для занятий спортом, было предложено внести изменения в правила землепользования и застройки городского округа город Якутск. По предложению жителей Тулагина-Кельдямского наслега, депутаты на сессии рассмотрели присвоение имени доярки совхоза Якутский и ветеранов Великой Отечественной войны улично-дорожной сети села Кельдямцы. Для привлечения в соответствии с федеральным законом были внесены изменения в положение о муниципальной службе, провели досрочное сложение полномочий и назначение аудиторов контрольно-счетной палаты города Якутска. Депутаты поддержали кандидатуру Георгия Рехлясова для назначения заместителем председателя контрольно-счетной палаты города Якутска. Для награждения знаком за заслуги перед Якутском была одобрена кандидатура генерального директора ПАО «Лорб» Сергея Ларионова.